Это интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит», и я ее ведущий Рамзан Абуев. Ассаламу алейкум, друзья. Сегодня у нас в кресле игрока руководителя студии рисования Луиза Баснукаева. Луиз, первый вопрос, который я хотел бы задать тебе, как руководителю студии рисования. Можно ли научиться рисовать, если нет таланта? Ну, я замечаю по своим деткам и взрослым обучающимся, что можно. Потому что бывает, у человека есть талант, но он не старается, не прилагает усилий. Ну, просто когда у нас что-то есть, мы же это не ценим. А бывает, приходит какой-то взрослый человек, она старается, вот у нее есть цель, она поставила себе цель научиться рисовать, и у нее все получается. Поэтому это зависит только от желания. Со скольки лет дети могут записаться в вашу студию? Так, ну моя программа рассчитана примерно с 7 лет. Я заметила, что младше 7 лет им уже тяжелее бывает освоить материал. Какой стиль вообще вам близок в работе? Ну, скорее всего, это карандаш и акварель. Это моя Карандаш и стихия, акварель. да. Карандаш, штриховка, все карандашные наброски, рисунки и акварель, краска акварель. Вообще вдохновение, оно как-то играет роль? Роль играет большую, особенно у меня же еще на заказ картины есть. И если нет вдохновения, ну, не знаю, насколько правильно будет сказать вдохновение, ну и настроение, все факты должны сойтись в одну точку, чтобы я села и нарисовала эту картину. Получается, это больше даже не работа, которую ты Ну, чуть ли не конечно, обязан. каждую картину мы проживаем, это часть себя отдаем, это так же, как произведение, которое пишет поэт, так же, как какой-то роман. Потом, после написания картины, зачастую бывает, что выдохшийся человек. Ты же всю жизнь жила за пределами Чеченской Республики, да? В каком году ты переехала в Чеченскую Республику? Так, в 2016 году, 2016. да, по собственному желанию надо отметить. Ну, Патриотизм. я здесь не родилась и не выросла, но у меня почему-то, вот я когда смотрела какие-то наши национальные песни, до нас доходили какие-то диски, и у меня вот всегда такая тяга была, то ли тоска вот по нашему народу, хотя у меня там тоже не было знакомых нашей национальности, но вот мне всегда казалось, что мне жизнь вот эта и общество вот это ближе, чем там, которое общество. Когда я сюда приехала, я ни разу не пожалела, и не было такого, что ожидание и реальность. Ну, алхамдулиллах, меня окружают прекрасные люди. На самом деле, в какой-то степени даже удивительно, даже Почему? так чувствовать внутри, даже Да, вот. да, это очень странно, вот эти вот песни, как будто бы я когда-то здесь жила, но как будто бы я не помнила об этом. Это странно, конечно, все было. И вот эти вот чеченские песни, когда я там слышала, какая-то ностальгия, как будто я их когда-то слышала, но я их никогда не слышала. Луиз, на этой прекрасной ноте давайте мы начнем нашу игру, если вы готовы. У нас 10 вопросов и 3 подсказки, из которых вам необходимо выбрать оптимальный для вас 2. Это 50 на 50, право на ошибку и звонок другу. А право на ошибку тоже есть, да? Скорее всего, право на ошибку. Так, у нас там был звонок другу и 50 на 50, да? Так, что вы предлагаете? Но если у тебя есть умный друг, то лучше позвонить. У меня есть умный друг, но я не знаю, сможет ли он взять трубку. Да. Я не знаю, на каком вопросе запнусь. Мой умный друг, это тот, который тоже не проживал в Чеченской Республике, а историю он хорошо знает. Ну тогда, наверное, 50 на 50. Давайте 50 на 50. Право на ошибку и 50 на 50. Хорошо. Хорошо, Луиз. И первый наш вопрос звучит так. На берегу какой реки находится город Грозный? Сунжи, Терека, Мартанки, Хулхулау. Так, спасибо, что первый вопрос не такой сложный. Так, я выберу вариант А, Сунжи. Подумать надо, да, еще? Нет, если Просто вы готовы. С и Д я очень редко слышала. Я бы о них слышала, если бы на этом берегу был город Грозный. Вот, скорее всего, Сунжи. Ответ принят. Грозный расположен на берегу реки Сунжа, своеобразной котловине Чеченской равнины, с окружающими его невысокими горными хребтами. Это абсолютно верный ответ, Луиз. И второй вопрос. Откуда родом художник Петр Захаров? Шатой, Чечен-Аул, Итом-Кали, Дади-Юрт. Я думаю, вы знакомы с творчеством Петра Захарова. Так, я знакома в портретном жанре. Он чаще всего рисует, пишет, рисовал, писал. Так, ну, учитывая то, что он свои картины подписывал
Захаров Дади-Юртовский, хотя я не знала, почему он их так подписывает. Иногда Захаров чеченец, скорее всего, Дади-Юрт, хотя интересный вопрос. Так, ну давайте Д будет. Ответ Д. Ответ принят. В 1819 году, в начале Кавказской войны, солдаты нашли мертвую женщину и младенца в чеченском ауле Дади-Юрт, уничтоженном русскими войсками. По имени Доносова ребенок получил свою фамилию и отчество. Позже Петр добавил к своей фамилии слово «чеченец». Это абсолютно верный ответ. К этому он еще подписывал, как вы сказали, Петр Захаров из Дади-Юрта. Так тоже, да, подписывал? Третий вопрос. Каков архитектурный стиль мечети «Сердце Чечни» имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова? Османский, хай-тек, среднеазиатский, византийский? Хай-тек. Нет, я шучу, сейчас порассуждаем. Так, «Сердце Чечни», учитывая, что стиль был взят с мечети Айя София. Айя София, так. Был взят с голубой мечети стиль, а мечеть голубая была взята с Айя Софии, а тогда это был столица Византии, Константинополь, то, скорее всего, так, либо османский, либо византийский. Османский, потому что теперь это не Константинополь. Ответ А, османский. Ответ принят. Мечеть построена в классическом османском стиле. Наружные и внутренние стены мечети отделаны мрамором, травертином, а интерьер декорирован белым мрамором. В качестве основы архитектуры использована голубая мечеть в Стамбуле. Четвертый вопрос. Какую улицу советская молодежь называла Грозненским Бродвеем? Проспект Революции, улица Мира, площадь Ленина, проспект Победы. Так, проспект Революции, как сейчас называется, я не знаю, если честно. Мира вроде как осталось. Так, ну, на слуху всегда проспект Победы. Скорее всего, это он, потому что все истории, рассказы происходили на проспекте Победы. Я выбираю вариант Д. Ответ Д. Принят. Излюбленным местом для прогулок и встреч грозненской молодежи был Бродвей. Это был проспект Победы. Абсолютно верный ответ. Ныне проспект имени Владимира Путина. А называли его так, поскольку ширина была большая, высажена была канадскими кленами, через каждые несколько метров были лавочки. Дополню, что в разные годы проспект назывался по-разному. С 1955 года по 1993 проспект Победы. А непосредственно Грозненским Бродвеем его называли 80-е, 90-е годы. Молодежь, наверное, да, называла. Поскольку там вот тусовалась вся молодежь, интеллигенция. Теперь Эсамбаева. Сейчас проспект Путина. Сейчас Эсамбаева. Вы имеете в виду сейчас уже, да, все тусовки, да. Это верно на самом деле. Ну, как несколько лет назад проспект Владимира Путина был. Да, был. Пятый вопрос. Кто из известных драматургов служил в крепости Грозная? Иосиф Бродский, Александр Грибоедов, Антон Чехов, Александр Островский. Это все, которые были в Грозном, чтобы запутать меня? Нет. Нет, не были некоторые. Только один был. Все понятно. Ну, значит, это Грибоедов, потому что он здесь писал свою комедию «Горе от ума». Ой, нет, не здесь писал. Ну, начал в Москве и здесь вроде как был проездом, когда писал, насколько я помню. А улицу Грибоедова в Грозном помните? Нет. Не ходили? Нет, не помню. Не проезжали. Значит, даже? была еще улица? Ну, у нас есть. Ну, Толстой юрт есть, наверное, в честь Толстого, который Да. здесь был. И... Там проживал его кунак Садомий да? Сербиев. Да, он там бывал в гостях у него. Это был аул Старый Юрт, который переименовали Толстой юрт в честь Льва Толстого, конечно. Так, ну все, тогда вариант В. Или Б будет, да, на английском? Ответ Б. Ответ принят.
Александр Грибоедов знакомство с Кавказом начал с нашего края и одним из первых писателей России посетил крепость Грозную. Абсолютно верный ответ. Случилось это в октябре 1818 года. А причиной приезда в регион стала дуэль, которая у него должна была состояться. И чтобы предотвратить это, его мать предприняла все, чтобы он уехал на Кавказ. И пребывание Грибоедова в крепости Грозная было большим культурным событием, как вы сказали. В это время драматург плодотворно работал над своей бессмертной комедией «Горе от ума». В крепости, конечно, были и другие русские поэты, писатели: Александр Полежаев, Михаил Лермонтов, Лев Толстой и другие известные деятели культуры. Как называется одна из самых известных работ художника Шамиля Шамурзаева, которая вошла в книгу Союза художников России? Гармонистка, пенсионер, скотовод, горянка. Так, ну это все его картины. Ну, этот вопрос я точно знаю, сразу могу ответить. Гармонистка. Да. Видели? О чем вообще эта картина? Можете нам рассказать немного? Я слышала про эту картину, но я про нее не видела, потому что чаще всего он в портретном жанре работал, и так как в Чеченской республике, в Грозном во время войны около 500 работ его умерло, картин, то, может быть, она была среди них, я не знаю, но я ее не видела никогда. Ответ А. Да. Ответ принят. Картина Шамиля Шамурзаева «Гармонистка» вошла в книгу Союза художников России. Абсолютно верный ответ. В 2001 году ему было присвоено звание «Заслуженный художник России». Его самобытная и неподражаемая манера писать отмечалась многими. И картины Шамиля Шамурзаева пользовались огромной популярностью. Их покупали галереи, музеи, частные лица. Полотна художника были представлены в Третьяковской галерее, в музеях Японии и Франции. Да. 7-й вопрос. Кому установлен конный памятник на мемориальном комплексе славы имени Героя России Ахмата Хаджикадырова? Ханпашину Радилову, Мавлиду Висаитову, Асламбеку Шарипову, Абдурахману Авторханову. Так, это вот этот вот, где аллея славы, да? Угу. Так. Ну, учитывая, что Мавлид Висаитов был главным в полку кавалерийцем, кавалерийского полка, главным, то, скорее всего, ему. Мавлиду Висаитову? Да. Ответ Б. Ответ принят. Архитектурный ансамбль включает музей, парк, стелу, колоннады и памятники, один из которых посвящен Мавлиду Висаитову. Абсолютно верный ответ. Герой Советского Союза изображен всадником, одетый в черкеску и держащий в поднятой над головой руке шашку. Памятник установлен на главном входе в комплекс. 8-й вопрос. Какое название не носил музей Чеченской Республики? Окружной музей по истории, культуры и религии, Чечено-Ингушский республиканский краеведческий музей, Грозненский областной музей краеведения, Чечено-Ингушский национальный музей. Все эти названия, кроме одного, он носил? Да. Так, окружной музей по истории. Очень скучное название. Так, это подходит. Национальный мужской краеведческий Грозненский областной музей краеведения. У тебя есть две подсказки, которые ты да. не использовала. У нас осталось 3 вопроса, да? Да. Ага. Тогда тут я выбираю право на ошибку. Право на ошибку. И твой ответ? Так, вы мне почему сейчас предложили? Потому что Просто я напомнил вам, что это 8-й Точно? вопрос, и вам нужно, наверное, воспользоваться. Так, сейчас я еще раз прочитаю. Либо А, либо Д. Либо А, либо Д. Ну пусть будет А. Ответ А. Ответ принят. И это абсолютно неверный ответ. Музей Чеченской Республики был открыт 7 ноября 1924 года отделом народного образования Грозного и первоначально был окружным музеем по истории, культуры и религии.
Это первоначальное его название. В 1936 году автономная область была преобразована в автономную республику, и Чеченский музей получил статус Чечено-Ингушского республиканского краеведческого музея. В период выселки чеченцев музей существовал как Грозненский областной музей, а не назывался музей Чечено-Ингушский национальный музей. Такого названия не было. В 1996 году он получил название Национальный музей Чеченской республики. В 2021 году проведена масштабная реконструкция. В этом же году Национальный музей Чеченской республики был переименован в Музей Чеченской республики. Так, стоило бы догадаться. Благодаря подсказке ты идешь дальше. 9-й вопрос. Кто являлся автором повести «Брест-Орешек огненный»? Халид Ашаев, Билал Саидов, Шима Акуев, Магомед Салах Гадаев. С чеченской литературой как вы? Слабо. У тебя есть подсказка одна. 50 на 50. В принципе, мне кажется, это 50, упростить вот. твою задачу, Да, выбрать правильный вариант ответа. Давайте. Уберите два неверных варианта ответов. И у тебя остается А и С. Думала Халид Ашаев сразу сказать. Ответ А? Да. Чисто наугад или как? Или ты знаешь? Ну, я часто слышала этого автора, на слуху он. А про Шиму Акуева слабо слышала. Конечно, это очень плохой ход, так рассуждать. Так, Халид Ашаев. Халид Ашаев, это твой окончательный ответ? Ответ принят. О, боже мой. Абсолютно верный О, ответ. Боже. Его книга «Брест-Орешек огненный» развеяла мрак ложных измышлений о чеченцах. Они первыми встретили врага на западных рубежах СССР, водрузили вместе с представителями других народов знамя победы над поверженным Рейхстагом. И 10-й, финальный вопрос звучит так. Когда начала работу первая чеченская радиостанция? 17 апреля 1928 года, 17 апреля 1931 года, 15 мая 1958 года, 15 мая 1960 года. Подсказок больше нет? Подсказок больше нет. Сейчас было бы очень уместно, да, если из трех не нужно было выбирать две оптимальные для тебя. Или убрать 3 неверных. Я чувствую себя как в фильме «Миллионер из трущоб». В нашей республике. Да. Ну, 60 это слишком поздно, 28 слишком рано. Так, нет, 28 это слишком рано. Так, либо 60-й, либо 31-й. Какой сложный вопрос. Так, Ну, 10-й, Луиз. Было бы странно, если бы это был легкий вопрос. Да-да-да. Так просто мне подарок не отдадут. Конечно, нет, ты что? Ну, ни к чему не приурочена эта дата. Нет, это ни к Просто чему я не должна приурочено. была знать, да? Нет, это ни к чему не приуроченная дата. Так, давайте Д. Д. 1960 год. Это окончательный твой ответ, Луиз? Теперь уже не знаю. Ну, какой бы Если ты я ответ скажу не дала мне, 31-й, вы также будете Да. смотреть на меня, да? Да. Нужно Я оператора обязательно посмотреть. вынужден еще уточнить у тебя, последний ли это твой вариант да? ответа. А 60-й? Это 10-й вопрос, чтобы не было никаких недопониманий. Ну ладно, я отвлеклась. Так, так как я не знаю эту историю и не могу ни к чему приурочить ответ, то я выберу 60-й год, Д. Ответ Д. Это окончательный ответ? Да. Ответ принят. С 17 апреля 1928 года начала свою работу радиостанция. В этом году исполнилось 95 лет. Наша телерадиокомпания является правопреемницей советской. На волне 103,6 FM можно слушать радио «Войнах».
правопреемницей советской, поэтому, да, я подумала слишком рано. Ну, теперь я запомню ту дату до конца жизни. Луис, 10-й вопрос. Это отличный результат на самом деле. В условиях того, что ты выросла за пределами Чеченской Республики. Спасибо. Это великолепный результат, я бы сказал. Мне понравилось, очень волнительно, правда. Если еще раз пригласите, подготовлюсь получше. Очень интересная игра. Но вопросов, если было бы побольше, было бы еще интереснее, мне кажется. Но твоя нервная система смогла бы? Смогла-то смогла бы, просто было бы, наверное, стыдно, если много неотгаданных было бы. А так, спасибо большое, что пригласили. Спасибо вам, что пришли. Я рад был с вами поиграть в эту игру, на самом деле, Луис. Это интеллектуально-познавательная телеигра «Эрудит», и я ее ведущий Рамзан Абуев. Если вы хотите принять участие в нашей игре, пишите и звоните нам на номер, который вы сейчас видите на своих экранах. Адикюэл Маршойл.